Всем добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня наши встречи продолжаются с творческими, с талантливыми, с интересными людьми. И мне очень приятно, что сегодня к нашей встрече присоединится Амина Евниевна, наш прекрасный музыкант, наш министр. И вообще мы очень будем рады пообщаться в простой, домашней, творческой обстановке. Хорошее настроение, за чашечкой чая, поговорить о культуре, поговорить о музыке. Ну и я думаю, что, знаете, послушать записи. Мы подготовили интересные записи. Сейчас ждем, пока Амина Евниевна выйдет в прямой эфир. И продолжим наши творческие встречи. Буквально недавно у нас была творческая встреча с потрясающим пианистом Андреем Коробейниковым, с блистательной карьерой пианистом. Была творческая встреча с пианистом Тимуром Мустакимовым из Америки, который тоже приезжал к нам в Башкирию, играл первый концерт Чайковского с Национальным симфоническим оркестром на открытии зимнего фестиваля. И очень такие, знаете, много было пианистов. И вот сейчас для нас большая радость. Пришла очередь Амины Евниевны тоже стать гостьей наших традиционных встреч. И я думаю, что мы пообщаемся. Вот Амина Евниевна появилась в сети. Амина Евниевна, мы вас ждем. Идет подключение. Амина Евниевна, добрый вечер. Добрый вечер всем. Амина Евниевна, во-первых, да, давайте помашем друг другу. Добрый вечер. Какая замечательная картина за вами, как вы замечательно выглядите. И я думаю, что это беспрецедентный факт. Людям увидеть вообще домашнюю сторону министра. Да. Это удивительно. Вообще вам большое спасибо, потому что мы со всеми нашими гостями, я уже рассказал вкратце, встречаемся именно дома, поддерживая режим самоизоляции. И, безусловно, вот такой бэкстейдж жизни – это самое интересное, что может быть. Амина Евниевна, я уже рассказал, кто у нас был, какие гости ожидаются. Но вот действительно хочется понять, как было бы комфортно нам с вами сегодня построить нашу встречу. Потому что, может быть, отойти от конкретного протокола и просто поговорить как музыкант с музыкантом о творчестве. Как вы на это смотрите? Ну, Артур, учитывая то, что время сейчас 9 часов вечера, так. Я думаю, и то, что мы находимся дома, и то, что все, кто нас смотрит, тоже находятся дома, им, наверное, меньше всего хотелось бы сегодня услышать от меня какие-то цифры, какие-то наши стратегические направления. Но я не знаю, если захотят, конечно, я могу что-то рассказать. Ну... Об этом я очень часто говорю, очень часто пишу. Да. Много мы пишем в наших сетях, на нашем официальном сайте, очень много информации дает правительство нашей республики. Но вот сегодня тот момент, я думаю, когда можно вот просто побыть дома, поговорить со всеми. Потому что я впервые вообще вот, наверное, люди меня видят из дома. Сегодня, кстати. Да. Такая Это, слушайте, но сегодня дебют. Дебют, да. Да, дебют. Будем говорить абсолютно музыкальной терминологией. Все, Амина Евниевна, договорились, правила оговорены. Ну, честно скажу, моя пресс-служба, я думаю, и ваша пресс-служба всегда очень серьезно готовится к таким встречам. Они подготовили вот целый ряд вопросов. Я, как исполнительный и такой ответственный человек, взял эти бумажки с собой. Но я не думаю, что... Торжественно зачитывать будешь все вопросы. Я бы не хотел этого делать. Я думаю, мы бы с вами лучше поимпровизировали. Потому что наши друзья, в частности, Денис Матвеев, они очень чтут импровизацию. Я, как человек, который очень много от них перенял, я бы тоже провел это все в импровизации. Как пойдет. В общем, давайте начнем. Амина Евниевна. Ну, говорить о том, какая вы замечательная... Ну, во-первых, очаровательная женщина. И какой вы замечательный музыкант. Мы будем сегодня много. Но я думаю, что многим было бы очень интересно, потому что в интернете, когда я готовился к нашей встрече, выжимка очень сухая.
Википедия, безусловно, все есть. Все строго и регламентировано датами. А вот нету той Амины Евниевны, той юной девочки, которая почему-то начала заниматься музыкой. Вот давайте начнем с самого начала. Вот вы пришли в музыку. Было ли это вашим личным желанием? Или это был указ родителей? Вот как так случилось, что вы стали заниматься музыкой? Ну, во-первых, надо сказать, что я, наверное, родилась с музыкой. Потому что я вот уже во многих интервью говорила. В 5-летнем возрасте мама обратила внимание на то, что я на этой гармошке подбирала сама песни и пела, сидела. Мы жили в Бурзянском районе, деревня Эргизлы. Это самые вообще красивейшие места. И я туда... Был такой период, когда мы оттуда уехали, и мы не выезжали туда, наверное, лет 10 с родителями, жили в Уфе. И я уже когда туда вернулась в таком осознанном возрасте, меня увезли оттуда, мне было 7 лет. И когда я вернулась, уже мне было под 20, и я была потрясена. Я говорю: мама, вообще, как вы отсюда смогли ехать? Потому что это потрясающая природа, это потрясающий воздух и потрясающие рассветы. И мама говорит: я обратила внимание, что ты сидишь, играешь сама. Я подбирала «Белые кораблики». Песню я до сих пор помню, как... Хорошая песня. Я сидела на крыльце дома, это было лето, я подбирала, и, в общем, ну, мама, видимо, что-то заметила. Но я, надо сказать, что пела в клубе, я пела, выступала в садике. То есть первая моя сцена – это деревенский клуб села Эргизлы Бурзянского района. Слушайте, вот какая информация должна быть в Википедии. Вот что должны писать на самом деле сначала. Потом мы когда переехали уже в Уфу, мама намеренно буквально там первые дни после переезда повела в ближайшую музыкальную школу. Это оказалась 13-я музыкальная школа, которая носит имя Халика Заимова сегодня. И приведя меня туда, она хотела отдать меня на скрипку. Но почему-то, я не знаю почему, в то время в этой школе не оказалось преподавателя по классу скрипки. И маме предложили вот или на баян, или на фортепиано, значит. То есть я что такое фортепиано, что за инструмент, что я хочу на нем играть, у меня не было такого осознанного выбора. Так. И когда маме сказали баян или фортепиано, она, естественно, выбрала фортепиано и записала меня на фортепиано. Я маме говорю: мам, спасибо тебе большое, иначе бы я всю жизнь носила баян. Это было бы очень трудно и тяжело. Да. И если говорить о том, что как я, в принципе, пришла в музыку, то это вот как раз-таки район, это мое место рождения. И я помню, у нас всегда вот этот радиоприемник, который в час дня и в 6 часов вечера башкирское радио передавало башкирские народные песни. Я выросла на этих башкирских народных песнях. Я выросла на этом радио практически, потому что оно всегда было включено. И вот я когда до сих пор слышу башкирские народные песни, ну, я не знаю, это, наверное, может, с молоком матери, в генах, у меня всегда почему-то слезы. Я не могу слушать башкирские народные песни абсолютно, ну, как бы так вот, созерцательно. Так. Вот. И вот если я с музыкой родилась, то в музыкальную я пришла не в музыкальной школе, даже не в ССМШ. Так. Потому что у меня не было желания абсолютно поступать в институт искусств, идти по этому пути, потому что это был адский труд. Вот. Но все-таки я поступила в институт, потому что я закончила СМШ, и папа сказал: ну, у тебя только одна дорога, значит, 92-й год. Все шли в юристы, в экономисты, это было очень модно, становилось. Но я пошла в институт искусств, и вот эта волшебная моя встреча с Нелли Галиевной Хамидуллиной, эти волшебные конкурсы, концерты, я только, наверное, там начала осознавать вообще, чем можно обладать, умея играть на фортепиано, и какие мощнейшие эмоции, какой огромнейший пласт можно раскрывать для себя, можно познавать, и это вообще бесконечность, всю жизнь можно изучать и как бы не постичь тех самых, ну, это волшебство музыки в этом, наверное, состоит, в вечном поиске совершенства.
И вот только там я, наверное, поняла, что это круто же, блин, ты играешь на сцене, сидишь, и у тебя иногда вообще пробивает такие мурашки. Оказывается, Да. здорово. Потому что я так... Но на самом деле вот как бы прочувствовалась, наверное, вот именно в институте. И потом уже после института, когда мне предложили остаться работать на кафедре, я с удовольствием занималась со всеми студентами и до сих пор продолжаю заниматься. У меня вот буквально вчера состоялся государственный экзамен, пусть он в онлайн формате, где Так. я с пятеркой. Лора Творогова, такая очень хорошая девочка, пианистка. Мгм. И я им всегда говорю, что они поступают, им сложно, им тяжело. Первый курс особенно ты привыкаешь к новому педагогу, новые требования, с тобой там никто не нянчится, ты уже как человек, который выпускает свободное плавание, и ты должен выплыть в этом, и ты должен понять, ты должен разобраться, ты должен найти свой курс, свой путь в этом, в твоем профессиональном образовании. Я им всегда говорю, девочки, первые курсы тяжело, вы начнете только к концу третьего курса что-то понимать, в четвертом курсе у вас начнет просыпаться музыкантское нутро, а вот госэкзамен, это уже вот вы покажете то, чему вы научились за все 5 лет. И это просто я прочувствовала на себе. Вот для меня вот госэкзамен был, я вот только там был, вот куда я шла, вот для чего нужны были мне все эти конкурсы, вот для чего нужны были мне все эти концерты. По сути, вот это тот был итог какой-то вот, какого-то периода моего студенческого, и я считаю, что он был очень хороший, потому что я заканчивала такой не совсем простой программой. Это был Чем? Шостакович, это был прелюдия фуга, это была ре-мажорная соната Гайдна, это была бемольная соната Шопена и был все 3 части первого концерта Чайковского. Ну, более чем солидно. Такая программа у меня была, и вот на сегодняшний день вот эта жизнь, фортепианная моя жизнь, то, чем вот, ты можешь, этого тебя никто никогда не отнимет, что бы ни случилось в этой жизни. В любом случае, если у тебя будет рядом хоть какое-то фортепиано, пусть оно будет цифровое, пусть оно будет такое какое-то, да, но ты можешь сесть и испытать те сказочные, необычайные чувства, эмоции, подумать об этой жизни, отойти от того, что вокруг тебя. В общем, вот оно Да. всегда со мной. Это вообще замечательно, действительно такая музыкотерапия, которая отвлекает от всех жизненных, трудовых проблем. Поэтому действительно люди, которые занимаются музыкой, Амина Евгеньевна, они счастливые люди. Поэтому замечательно, что на такой непростой работе министра у вас есть отдушина. Но вы знаете, вот у вас за спиной, я смотрю, столько роялей. Знаешь, Артур, это Да, моя небольшая часть моей коллекции. У меня вот да. такое детское увлечение, наверное. Я везде Коллекция, да? в командировках, за рубежом особенно, я пытаюсь купить такие рояльчики. И все, кто меня очень близко знают, они знают, что я люблю все. Я люблю там брелки с нотками. И, в общем, вот есть такая у меня слабость, к сожалению. Я не знаю почему. Амина Евгеньевна, но мы уже услышали, что гармошка, вы все можете и поете. А почему фортепиано все-таки? Как так получилось? Мама выбрала. Педагог, и Мама, это все и мама, да? мама выбрала. Маме сказали или баян, или фортепиано. Мама выбрала фортепиано. Да, слава Богу, слава Богу. Действительно, таскать баян. Очень послушная дочь. Для меня очень большой авторитет мои родители. И во многом в жизни, конечно, вот то, чего, наверное, что сегодня у меня есть, это благодаря моим родителям. Да. Мне посчастливилось учиться у вашей маме башкирскому языку несколько классов, когда я еще учился в Уфе в спецмузыкальной школе. Поэтому большой привет и низкий поклон. Обязательно передам. Да? Амина Евгеньевна, но вот мы сейчас затронули такую творческую именно нотку вашу. Вы, в принципе, ответили на все
вопросы, которые мне ребята подготовили, и я сейчас буду выкручиваться, потому что 10 минут вы ответили на все, а им выговор, что они так плохо подготовились. Вот, но вот как все-таки в такой непростой профессии министр, ну вообще это профессия, и уже жизненная кредо, и потрясающий уровень работы вашего как министра, как удается все-таки оставаться, ну вообще исполнителем, потому что когда вы находите время на позаниматься, на поиграть, да еще и вы выходите и играете потрясающее произведение Ференца Листа. Сейчас мы через несколько минут после вашего ответа поставим небольшой фрагмент концерта, когда в 2015 году вы с Национальным симфоническим оркестром выступали на презентации роялей, которые вы сами же и выбрали в Гамбурге, если я не ошибаюсь. Я, правда, тогда не жил в Башкирии, но мы с этой историей все хорошо знакомы. С первым концертом Чайковского через 2 дня после приезда Дениса Мацуева на первую презентацию. Вот как так вообще получается? Оставаться просто в форме? Артур, ты Тяжелый знаешь, вздох. у меня есть любимая поговорка Так. в этой жизни, и эта поговорка мне, так скажем, ну, эта цитата, она в моей жизни повторяется с очень частой периодичностью. Есть такое, что ничто так не активизирует умственную деятельность, как перспектива быть повешенным. Ты понимаешь? То есть ты сначала подвязываешься под какие-то проекты, понимаешь? Ты подписываешься под них, когда говорят, вот там кафедральный концерт через 2 месяца, и надо всем сыграть. Или там, например, вот рояли купили на Марина Днина, ну, вы выбирали, вам надо сыграть, и, ну, кто, если не вы, давайте вы. Я говорю, ну ладно, давайте я. И когда ты уже вот эти слова произносишь и подписываешься под это, и ты берешь на себя обязательства, ты не имеешь права подвести людей других, но приходится заниматься по ночам. Это очень сложно, особенно с такими нагрузками, когда ты приходишь полуживой там очень поздно вечером, когда тебе хочется обнять и ребенка, и уделить внимание мужу, и что-то сделать по дому, но ты вместо этого очень поздно вечером идешь в институт, садишься за рояль, играешь, пальцы в кровь, но ничего, некуда деваться, занимаешься. Знаете, мне, наверное, очень сильно помогает то, что Неля Галеевна меня в свое время научила такой волшебной технике. Амина Евгеньевна, вы вернулись. Я вернулась. Я не поняла, в какой момент я покинула вообще чат. Самый замечательный момент. Тут уже люди пишут, а где обещанный сюрприз? Я предлагаю, пока все настраиваются опять на нашу встречу, давайте включим небольшой отрезок с концерта в 2015 году Амина Евгеньевна и первый концерт Чайковского, финал. Да? Так, сейчас я научусь делать, я тоже не самый большой профессионал. Поехали. Вот. Так. Вот. Амина Евгеньевна, браво. Начнем Я с этого. хочу, что я быстро восстанавливаю форму. То есть мне достаточно, ну, скажем так, в течение месяца позаниматься в день часа по 2, по 3, и я уже так вот более-менее набираю. Да. Ну, здорово, 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 потому что правильная школа Нелли Галеевны. Это же очень много от педагога зависит. Совершенно верно, да.
Амина Евгеньевна, но вы сегодня сказали, что вы выросли с башкирским фольклором. А что у вас вообще звучит в машине? Что вы вообще слушаете? Вообще, Или не моя хватает? самая любимая башкирская песня – это «Хан Казе». И когда я только купила машину, в 2006 году это было, когда у меня появился свой транспорт, включала, открывала окна, так вот с таким звучанием моей любимой песни в исполнении Роберта Дашу я разъезжала по городу Уфе. Так что если кто-то меня видел, это была я. Если кто-то слышал эту песню на улице, то это была я. Слушай, то есть не джаз, не рок, не классика, а башкирский фольклор. Хан Казе, конечно. И сейчас тоже я очень часто включаю просто сборник башкирских народных песен, и я как бы, вот у меня какой-то релакс, у меня какое-то успокоение, потому что классику я не могу слушать в машине, потому что это работа. Сейчас, секунду. У меня тут, я же дома нахожусь. Ну, правильно. Света не хватает. Ладно. Сейчас я чуть включу, потому что по свету маловато. По свету, ну. Прошу помощи, да. Но не знаю, мне, по крайней мере, так кажется. Вот классику не могу слушать, потому что это все равно какой-то мыслительный процесс. И ты все равно следишь за фразой, у тебя все равно уши там. И для меня классика почему-то никогда не может быть фоновой музыкой в моей жизни. Да, конечно. Если я слушаю классику, то я вот ее прям слушаю. А так, чтобы включить дома, я хожу, оно там звучит, и я там спокойно общаюсь. Или включить в машине, это точно не про меня. Не про вас. Понял. Амина Евгеньевна, чуть-чуть вернемся совсем в юность. Прежде чем нам встретиться вот на сегодняшней встрече, мы, конечно же, изучили ваши соцсети. И одна из наиболее таких активных публикаций – это по количеству лайков. Сейчас же самое что важное у нас в жизни. Все лайки. Лайки делают все. Вот. Это Париж 96-го года. Вы афиши с вашим именем, в общем, такая трогательная история. Что там вообще было? Расскажите, потому что, ну, Париж – это город любви, культуры, высокой моды. Что там было? Расскажите о Париже. В общем, ситуация была какая? Было начало моего 4-го курса. Так. И у нас рассылкой в институт пришло положение об этом конкурсе «Музыкаль де Франсе». И мы с Нелли Галеевной тогда решили, что да, наверное, надо попробовать, надо поехать. Кстати, бемольная соната Шопена училась специально для этого конкурса, потому что это было обязательным произведением для всех исполнения бемольной сонаты Шопена. И это был 4-й курс, и первый семестр мы с ней занимались, я сдала зимнюю сессию, а конкурс был в марте, в конце марта. И как-то мы подзабыли уже про этот конкурс, честно говоря. Но тогда мне в жизни посчастливилось еще встретиться с одним человеком. Я вообще всегда говорю о том, что жизнь человека выстраивается и зависит от того, кто встречается ему на его пути. То есть, какие родители ему встретили его, какие учителя, какие друзья. От этого полностью зависит жизнь человека. И в моей жизни, к моему счастью, еще была и Светлана Галеевна Хамидуллина, которая была нашим, скажем так, духовным учителем и духовным учителем многих исполнителей, которые выросли здесь, в нашей республике. И тогда она нас как-то двигала. Она могла встретить в коридоре, сказать: что ты делаешь? Там, готовишься к концерту? Нет, спишь. То есть для нее вот жизнь заключалась в движении в постоянном. И мы сдали зимнюю сессию, и как-то вот каникулы начинались, и все забыли про этот конкурс. И вдруг Светлана Галеевна в коридоре встречает: ты едешь на конкурс? Я говорю: не знаю, мы как-то... Как? Вы должны были уже отправить заявку. Вы уже... В общем, она нас так там зарядила хорошо. Мы поехали с Нелли Галеевной. Мы приехали. Сложнейшая часовая программа, сложнейшая. Полифония, крупная форма, плюс, кроме классической сонаты, бемольная соната Шопена,
плюс французская музыка, плюс национальная музыка своя, там композитор 20 века, я там, кстати, играла вариации Наримана Сабитова, как соль минорные, как произведение композитора 20 века. И сложнейшая вот эта программа. Мы с ней туда приехали. Мы сыграли первый тур, на котором принимало участие 38 человек в то время. Во-первых, это был 96-й год, и это были только первые выезды за рубеж, и я оказалась так, что я оказалась первым человеком, который из нашего института уехал на международный конкурс в то время, скажем так, с волшебного слова Светланы Галеевны. Приехали туда, сыграли первый тур, это было 23 марта 96 года. И мы узнали, что мы прошли на второй тур. А второй тур был через неделю. Неделя в Париже. Неделя в Париже, да. 23 была суббота, а 24 было воскресенье. И так как через неделю был второй тур, в воскресенье все консерватории закрыли. И у меня оказался свободный день. А 24 марта это мой день рождения. Мне 22 года. Мы с Наилей Галеевной пошли покорять Эйфелеву башню. То есть это была замечательная поездка. Во-первых, понятно, что это был первый такой серьезный конкурс и первый выезд за рубеж. Кроме того, я вот сразу за рубеж и сразу в Париж, ни больше, ни меньше. То есть впечатление потрясающее. И мы играли через неделю второй тур. Ну вот, первую премию взял итальянец. И он тогда я играл просто фантастически, он играл со Стравинского Петрушку. Мне почему-то это настолько запало, и я тогда подумала, я должна это сыграть. Я это сыграла в 2004 году, Стравинского Петрушку, да, у меня где-то есть записи архивные даже. В Шаляпинском зале был концерт, и тогда, конечно, я была вообще в великолепной форме, когда у меня был Петрушка. Ну, ты понимаешь, там и руки можно сломать. Да, конечно. Это труднейшая история для пианистов. Да, но я играла так, что я играла его закрытыми глазами. То есть я занималась по 9 часов в день на протяжении, наверное, месяцев 3, вот не вставая из-за инструмента. Я только прерывалась на то, чтобы садилась обратно. Ну, это адский труд, конечно. Любой труд, даже, ну, как у спортсменов, наверное, у музыкантов точно так же. В какой-то мере наш труд, он должен быть где-то и спортивным, наверное, тоже. Это уже потом приходит все это осознание. И в Париж вот была такая у нас поездка. Мы приехали, был такой фурор, что мы из Парижа вообще, башкирская пианистка, приехала с премией. Тут нас встречали первые полосы газет, вообще все были с фотографиями. В общем, вот. И позже дали мне звание заслуженной артистки Республики Башкортостан, вот во многом из-за того, что вот мы оказались вот таким первопроходцем, причем с таким успехом. Ну, вы взяли Париж, получается. Ну вот Амина Евгеньевна, да? Знаешь, вот насчет взятия Парижа, да? Первый тур, знаешь, как трясло? Это было уже... Могу себе представить. Ну, ты же не каждый день играешь в Париже, правильно же? Часовые программы. И настраиваешься, конечно, как можешь, и все свои там успокоительные, и ты знаешь бойцовские качества, да, но у меня почему-то была главная мысль, что амуры взяли Париж, а я не смогу, что я должна повторить подвиг своих прапрапрапрадедов. И вот как-то в этом, вот эта мысль там у меня мелькала, кстати, вот что, ну, амуры же взяли Париж, что тут такого? Ишмуладзе в Париж. Это вот все у меня, вот как ты знаешь, это вот внутренне, духовно, как-то оно очень сильно мне помогло. Вот эта сила наша башкирская, тот самый рух. Неполадки со связью, господа, не расстраивайтесь. Ждем. Анна Евгеньевна, мы остановились на рух, на духе башкирском. Вот, рух мне помог. Вот, замечательно. Замечательно. Амина Евгеньевна, ну вот мы сейчас говорим о такой, опять-таки, творческой составляющей. Хочется узнать, вот вы прекрасный пианист, вы преподаете на кафедре. Что сподвигло вас
пойти на государственную службу? Такой непростой вопрос. Вот как так получилось? Знаешь, вот где бы я ни работала и где бы я себя как бы не находила себе какие-то там занятия, да, по душе, у меня всегда было как-то, я всегда делала чуть больше, чем положено. И, может быть, вот этот, как бы, вот это мое качество, оно сыграло в какой-то мере эту, может, где-то коварную роль, я не знаю. И когда в 2004 году я предложила пойти работать в аппарат правительства специалистом, который курирует культуру всей республики, я не могла отказаться от этого предложения. Почему? Мне всегда было интересно пробовать что-то новое. Я, работая преподавателем в институте, я была секретарем приемной комиссии 3 года. То есть административная работа, она у меня уже шла полным ходом, и мне это вообще не страшило. И при этом я каждый год играла сольную программу, сольные концерты в институте. Я понимала, что если я преподаю на кафедре спецфортепиано, я должна играть, и причем я играть должна не старую программу, а раз в год хотя бы выходить с новой программой, с 2 отделениями. И когда я уходила работать в правительство, я понимала, что я все равно буду играть. Я играла. И концерты у меня не прерывались. То есть все зависит же от человека. То есть Да? если ты понимаешь, что ты уходишь, и ты не ставишь на этом крест, что ты все равно будешь играть. То есть для меня это не было чем-то таким, там, как бы, что ты свернул своего пути, по которому ты шел, и ты расстался со своей профессией, ради которой ты положил там очень много сил, положил свое практически детство, молодость, так ведь? Да. Прощаешься с этим, оно все равно с тобой, и от тебя зависит, ты вернешься к этому, будет это рядом с тобой или не будет. И поэтому я ушла, и для меня это был очень большой опыт, и даже когда я, наверное, 3 года уже поработала в правительстве, играла концерт, Нелли Калена после концерта сказала, она говорит, государственная служба тебе пошла на пользу. То есть, да, вот этот синтез, видимо, я стала, может быть, как-то там шире мыслить, я не знаю. Может быть, я стала свободнее, может, где-то я стала уверенней. То есть профессиональный рост музыканта, он же идет постоянно, из года в год, и ты достигаешь совершенства, наверное, только в самом зрелом, в самом таком возрасте. И, то есть для меня вот это была очень большой школой, и я выходила на сцену, и сейчас я выхожу на сцену, я чувствую себя гораздо увереннее, чем это было, допустим, после того, как там, я занималась по 9 часов в сутки, когда я ездила по конкурсам, когда я очень много обыгрывалась, ты гораздо внутренне увереннее себя ощущаешь. И сейчас, работая в министерстве, я тоже понимаю, что я могу в любой момент в это вернуться, я могу в любой день, между прочим, в 11 вечера уйти в институт и сесть заниматься. Вот. Класс! Вот это я понимаю. И поэтому, может быть, вот это меня держит, то, что ты все равно твою профессию, твое нутро, твое внутреннее чутье, твое внутреннее музыкантское мышление, оно ведь никуда не девается, оно только, наверное, где-то взаимодополняют, эти 2 стези взаимодополняют друг друга. Замечательно. Анна Евгеньевна, вот такие немножечко, может быть, перейдем к таким более личным вопросам, если вы позволите. Вот ваша очаровательная дочь, многие ее видели, многие знают, она занимается музыкой. Да, ведь вы ее отдали намеренно в музыкальную школу. Ну, как вы видите ее судьбу? Это вот, наверное, вопрос больше так, знаете, будет интересен родителям, которые сомневаются, думают, стоит ли, не стоит ли. Вот как вы видите, вот, и почему все-таки музыка, например? Ты знаешь, когда у меня родилась Камила, я была твердо уверена, что я ее не подпущу к инструменту. Вот. Дома инструмент я заваливала игрушками, то есть она до него не могла добраться, в принципе. Ага. Почему я была категорически против изначально? Потому что, ну, это труд, это огромный труд, это огромные стрессы, эти зачеты, так ведь? Это огромное испытание.
Вот единственная дочка, мне хотелось, чтобы она росла в такой, знаешь, тепличной обстановке, чтобы вот ничто ее не напрягало в этой жизни. Наверное, все мы хотим этого своим детям. Но вот к годам 5, наверное, я начала понимать, что все-таки, наверное, для развития чисто моторики, для Да. развития мышления, что не помешало бы ей заняться музыкой. Мы начали заниматься с 6 лет в первой музыкальной школе, в классе Сайфудиновой Альфии Рафиковны, замечательный педагог, и у них такая взаимная любовь, и она мне очень часто говорит: мама, ты знаешь, я занимаюсь фортепиано только потому, что я люблю Альфию Рафиковну. И это меня так радует. И она сегодня закончила 1 класс, закончили мы с 5, 2 года мы уже играем. И у нее неплохо получается. Хотя, конечно, она занимается с этим не с особым рвением, но если вспомнить, как я занималась в 1 классе, и как я ненавидела фортепиано, и после 2 класса маме заявила, что я брошу эту музыкальную школу, я не буду туда ходить. Если так получится, что она все-таки в жизни выберет путь музыканта, я буду только рада. Но на сегодняшний день для общего ее развития, для духовного развития, для всестороннего ее развития, она лучше понимает, мне кажется, она стала лучше понимать музыку. Она ходила, кстати, на симфонические концерты. Да, конечно. Она была, да, то есть то, что она сидит, слушает, она вникает. И когда приезжал Владимир Теодорович, мы ходили на концерт в рамках его фестиваля, и когда в какой-то момент она заплакала. Прям... На Чаплине. Да, на Чаплине она легла, заплакала. Для меня она плачет, а я радуюсь, понимаете? Потому что, это значит, что-то у нее внутри там зацепило, что-то у нее есть такое, что помогает ей это прочувствовать, помогает выразить свои эмоции. И она это понимает. Для меня вот это самое главное. То есть, что у нее есть еще какой-то пласт внутри, в голове, в душе. Вот для меня пока вот это, наверное, самое главное. Ну, Анна Игоревна, это такое возвышенное ощущение. А как же супруг-то реагирует на 2 пианисток дома? Ну, я ему сказала, когда меня вечерами дома нет. Так. Я говорю, ну ты же, когда женился, ты понимал, что ты женишься на человеке сферы культуры. Я была тогда просто преподавателем, я была просто пианисткой. Я говорю, и ты же понимал, что я не могу приходить в 6 часов вечера домой, когда концерты все начинаются в 7 часов вечера. И как-то вот с этим мы живем. И он абсолютно спокойно реагирует и на занятия дочери, и на мои занятия, и он с большим удовольствием ходит на наши концерты, он в этом поддерживает. Но вот здесь, наверное, мне очень сильно повезло, потому что человек меня во всем понимает. Человек понимает, когда я прихожу в 1 или 2 часа ночи, потому что я занималась, и он поддерживает меня, он понимает, что я устала. Это, наверное, самое главное в этой жизни, когда наши близкие рядом с нами, они понимают и помогают тебе идти в этой жизни, оставаться тем, кем ты хочешь. И, наверное, это самые близкие люди. Кто это испытал, меня поймут. Да, действительно. Анна Евгеньевна, ну вот в продолжении таких личных вопросов, я думаю, что такой вопрос, который, думаю, будет интересен женской половине аудитории нашей сегодняшней. Вот вы министр, вы профессор, вы исполнитель, при этом вы супруга, любящая мать, любящая супруга, безусловно, ну и просто очаровательная женщина. Ну, как вам это все удается? Как вы находите время вот на все это? В первую очередь, конечно же, оставаться в такой прекрасной всегда форме, иконой стиля культуры, безусловно, Башкирии. Я сейчас, чтобы все поняли, я не занимаюсь какими-то там, как директор министра, да, как у нас есть штрихи, стаккато, легато и лизато. Я просто говорю свои ощущения как мужчины. Мне просто интересно, действительно, я думаю, что девушкам всем будет интересно это услышать. Вот как вы это успеваете? Ведь график сумасшедший, я-то знаю ваш график.
Ну, насчет директор, там, министру, да, я думаю, Да, это... Артур, мы с тобой знакомы были раньше, да, чем ты стал задолго. министром. Так ведь? Поэтому я прекрасно очень знаю твою маму, которая замечательный музыкант тоже. Она работает в оркестре и замечательная альтистка. И я очень благодарна, что в свое время она меня очень сильно поддержала. И, кстати, я сейчас расскажу, вот про нее Да. расскажу. Это был О, ладно. 94-й год, да, 94-й год. Я закончила второй курс, и я сыграла первый свой сольный концерт в жизни. Мгм. Это было в институте, в камерном зале тогда. Зал тогда находился на 4-м этаже вот нового корпуса, потому что в большом зале шел ремонт. И за хорошую успеваемость в качестве поощрения нам тогда 6 человек из нашего института с разных кафедр, с разных факультетов направили в Москву слушать концерт Чайковского. И Гульнара Габдулхаевна как раз-таки поехала куратором нашей группы. Она была молодым преподавателем, она начинала работать. Да, вот я тогда в 94-м году мы выезжали, мы целую неделю жили в Москве, ходили по всем прослушиваем, мы как ненормальные, я не знаю, с утра до вечера, там и на пианистов, и на струнников, и на вокалистов мы ходили, вот мы старались каждую минуту использовать для того, чтобы напитаться вот этим духом международного, исторического вообще, да, самого конкурсов, можно сказать, да. Вот и тогда институт вот предоставлял такие нам поощрения, и я до сих пор благодарна. Тогда был ректор Зинур Ахмадеевич Нургалин, заведующий кафедрой был Кочуров Михаил Юрьевич, который тоже порекомендовал, чтобы... И, конечно же, Гульнара Габдулхаевна, которая нас курировала и помогала, поддерживала везде, как мама, нас сопровождала. Удивительно. Я не знал эту историю, например. Вот я тебе рассказала. Угу. И вот насчет того, что как удается оставаться в такой форме, я не знаю, но для меня кажется, вот если ты общаешься с людьми, если ты выходишь в люди, и если ты изначально выбираешь такую миссию, что ты несешь прекрасное в этот мир, ты просто не имеешь права дать себе слабинку, и ты должен показать образец того, куда вообще, ну, ту эстетику, тот мир, к которому, в принципе, люди должны стремиться. То есть, если я играю прекрасную музыку, могу выглядеть там каким-то, ну, другим образом, так ведь? Если Да. я говорю о культуре, если я работаю с культурой, если я пытаюсь создать инфраструктуру для благоприятного развития культуры, для того... На интересной нотке мы остановились, ждем Амину Евгеньевну, про инфраструктуру, про среду, которая создает красота. А красота действительно не только движет всем, но и все начинает цвести. Амина Евгеньевна, о красоте. Да, о я говорю, окружении. что если я создаю инфраструктуру красоты, добра и духовности, и вечной красоты, да, одухотворенности, как же вообще человек может быть выглядеть при этом плохо, говорить о прекрасном и позволить себе как-то не соответствовать внешне. Я всегда насчет наших артистов, ну, требование такое, и у всех у директоров, да, что мы выходим, и людям должно быть приятно не только нас слушать, да, но и смотреть на нас. Да. Поэтому, ну, деваться некуда. Ну, получается замечательно. Я действительно, как директор, могу сказать, что действительно это так. И ту поддержку, которую вы оказываете именно в том числе и в плане внешнего вида, и костюмы, и все это замечательно. И даже недавно вы мне сделали замечание, когда мы писали в нашем репетиционном зале как бы открытую репетицию. Вы мне говорите: Артур, а что там у тебя ребята так легко выглядят на такой серьезной музыке Барбера, когда мы играли музыку для струнных. Мы, кстати, переписали этот номер в костюмах. Я сейчас я заметила, что все девочки очень красивые, очень красивый свет. Вы на сцене пишете это очень прям, ну, красиво, но это же остается в вашем архиве. И это, да, будут смотреть поколения через много-много лет и говорить, что вот тогда был коронавирус, тогда была пандемия, а вот оркестр как работал, все равно поддерживал дух
всех любителей классической музыки. Да, безусловно. Анна Евгеньевна, но время потихонечку нашей встречи все сжимается и сжимается. Но хотелось бы, вот вы министр, который, конечно, в видении которого вся культура. Это и этника, это и танец, это и академическая культура, и хореография, и изобразительное искусство, и все, и все, и все. Но я, конечно же, хочу узнать ваше мнение в нашей узкой среде, что называется, в классической культуре. Вот как вы оцениваете и видите вообще классическую культуру в республике на сегодняшний день? Может быть, какие-то есть замечания, а может быть, есть за что похвалить. Я уж не напрашиваюсь, конечно, но мне интересно действительно именно про классическую культуру узнать. Ваше мнение. Вообще, ты знаешь, у нас уникальные традиции в нашей республике. И эти традиции в классической культуре, они складывались еще с XIX века. Это замечательное здание дворянского собрания, где проходили первые концерты, где собиралась интеллигенция и слушала музыку, постановки каких-то опер. Это была, вот эта духовность, она складывалась десятилетиями, уже, наверное, столетиями можно говорить, да. И традиции, когда было наше училище искусств, замечательнейшие педагоги, в дальнейшем появился Институт искусств, Академия искусств, новый Институт искусств, да, наш оперный театр, театр оперы и балета. Вот необходимостью, наверное, требованием времени было создание Национального симфонического оркестра. То есть вот это все развитие, постепенное развитие, оно вело к тому, что сегодня, я считаю, вот, на мой взгляд, если он на нашей земле, наша земля сегодня дарит таких замечательных вокалистов, как Ильдар Аскар-Абдразаков, да, как Артур Назиуллин, который солист Московской филармонии, который выступает на многих площадках, Айгуль Ахмедшина. У нас замечательные музыканты в вашем оркестре находятся, да? Да. Я просто боюсь сейчас называть фамилии, я боюсь, что я кого-то не назову. Я хочу просто сказать всем огромное спасибо за то, что вот тот замечательный пласт академической музыки, который у нас сегодня существует, вот во многом мы обязаны вот именно вот тем ребятам, тем замечательным музыкантам, которые... У нас замечательные педагоги, у нас замечательные традиции воспитания таких кадров, наша десятилетка, наши музыкальные школы, наши СУЗы. Это все ведь не случайно, они не уходят в пустоту на сегодняшний день, это очень здорово. И то, что, вот вы знаете, в 2015 году, когда мы проводили саммиты, и когда мы готовились к ним, к нам приехал художественный руководитель Кремлевского дворца, но они приехали где-то за 1,5 года, наверное, до проведения саммитов, они просмотрели все наши коллективы, и они когда спросили, а есть у вас какой-нибудь оркестр? Мы говорим, у нас не один оркестр, у нас их симфонических 3, это Национальный симфонический, это оркестр театра оперы и балета, и у нас еще был уже на то время молодежный симфонический оркестр. И когда они пришли на репетицию симфонического оркестра, они сказали, все, мы никого из Москвы не привозим, у нас достаточно вот ваших сил, и они были поражены тем уровнем наших музыкантов, которые здесь. И то, что наш Национальный симфонический оркестр должен был выступить в марте в Берлинской филармонии, в зале Берлинской должно было состояться такое историческое событие впервые, да, но, к сожалению, из-за пандемии оно не сталось, но я надеюсь, что все-таки мы... 1 декабря. 1 декабря. Вот, что наконец-то, я очень сильно хочу этого, чтобы этот концерт все-таки состоялся в Берлине, в зале Берлинской филармонии. Это для нас, ну, это, я считаю, показатель. Мнение людей со стороны, вот они нам говорят о том, что здесь ребята очень здорово. Это действительно так, и действительно академическая культура, но здесь на хорошем счету и Национальный симфонический оркестр. Я хоть и не хочу прямо говорить так о том коллективе, который я возглавляю, но это просто некорректно. Но действительно ребята показывают замечательный уровень. И Берлинская филармония, и наши сольные концерты в Московской филармонии, которые в 2021 году. Ну вот при поддержке все это получается, значит все это может быть. Театр оперы и балета —
Это Да. тоже наше направление академической культуры. Конечно. Это наша Башкирская государственная филармония, это наша замечательная хоровая капелла, уровень которой международного уровня, я считаю. Да. Замечательная хоровая капелла, замечательная наша Алсуха Сбиулина руководит этой капеллой. Вот это все показатели нашей академической культуры. Амина Евгеньевна, вот на такой приятной академической ноте я предлагаю нашим дорогим зрителям сегодняшним посмотреть еще один небольшой отрывок. Это концерт, мы сегодня уже упомянули, вы упомянули Светлану Галеевну Хамидуллину. И в 2016 году был концерт памяти, куда я прилетел одним днем, и мы с вами вот абсолютной импровизацией, как сегодняшний разговор, сыграли произведение одного из замечательных башкирских композиторов Нуразгадча Даутова «Курай». Кстати, сегодня один из наших директоров, Артур Алибаков, подкалывая меня в переписке, я вот первые сообщения увидел, дальше уже там сотни, и уже я не успел просматривать, прошу всех прощения, что не ответили, может быть, на что-то. Он мне сказал: сыграй на курай, потому что у нас был недавно опыт с Робертом Юлдашевым, он меня учил играть на курай. Я, правда, не научился, но мелодию мы с вами исполнили курай, поэтому я предлагаю всем зрителям посмотреть эту замечательную мелодию в нашем с вами исполнении. Так, переключаю камеру. Амина Евгеньевна. Вот такой, я не знаю, что было слышно на самом деле, но номер было слышно, да? Но номер получился действительно очень трогательный, и большое спасибо, что композиторы Башкортостана пишут, в том числе для кларнета. И, кстати, сегодня мы только общались с Нуразгадчем, он мне по секрету сказал, он пишет для меня концерт для кларнета с оркестром. Да. У него есть конкурент Максим Дунаевский, который уже почти написал для меня концерт для кларнета с оркестром. Ну вот, я надеюсь, что такая история получится. Амина Евгеньевна, вот честно хочу сказать большое спасибо за такую душевную, домашнюю, спокойную встречу. Вот час мы с вами без 2 минут общались, час, и по мне так разговор прошел просто на одном дыхании. Вы настолько тепло расположили. Я думаю, что всем нашим гостям было приятно общаться. Вам большое спасибо. Крепкого, самое главное, здоровья. Удачи во всех делах. Ну и новых творческих, Амина Евгеньевна, свершений. Спасибо большое, что вы сегодня были с нами. Спасибо. Всем хорошего вечера. На самом деле все творческие и все творческие и деловые свершения, они только благодаря тем коллективам и тем музыкантам, которые сегодня есть. Спасибо. Всего доброго.